В ночь на 10 октября на территорию Галского района обрушилась сильная непогода. Шквальный ветер и проливной дождь нанесли значительный ущерб инфраструктуре города и ближайших сел. Так, на улице Самурзаканской стихия повалила несколько крупных деревьев. В результате были повреждены линии электропередач и опоры, а также пострадал коммерческий объект, на который упали два дерева. Благодаря оперативной работе сотрудников пожарно-спасательной части по охране Галского района МЧС и Управления городского хозяйства администрации района, центральная трасса была расчищена уже к 4 часам утра, что позволило возобновить движение автотранспорта. Мы со вчерашней ночи до 4 часов работали, Управление городского хозяйства вместе с МЧС сразу реагировали. Главная задача была вчера ночью, чтобы не освободили дорогу. В данный момент у нас ситуация такая, сейчас вызываем и кран, и вишку, все рабочие в готовности. Мы стараемся устранить проблему в кратчайшие сроки. Не обошлось без последствий и на других улицах города. На улицах Басария, Октябрьская и Папаскири ветер сорвал крыши с нескольких частных домов. В некоторых местах крыши были практически полностью уничтожены. По данной информации снесло крыши в 4 домах. У них очень плохая ситуация, там испортился вся мебель и ремонт. Вчера вечером как, где-то 11 часов было вечер уже. И снес крышу вот целиком, почти там 1-2 штуки остался только. Остальное целиком днем снес. Вот столбы тоже один, второй тоже столб, третий тоже. Короче, бардак у меня дома. Все снес. Все гремело, шумело, крыша буквально взлетала. Хорошо, что никто не пострадал, с ужасом вспоминает житель улицы Басария. მუთუნის საშუალება ვამღუნა ენა ონკოლოგიურ ლეხრე მახოლო ეპილეფსიურ დაავადებათ ვორეკ ეხა ხადო წამალებ და ასე გვალო ბუნებაქ მოკატასტროფულ მდგომარეობაში მომუნესონდო სინამდვილეს საშუალება ხოლე ვამღუნა მუთუნიში ასე ქარწყედით ემერ მუდა მუკოპანუნდო ჟი მოკო გიშოულია მუდგეინ ქუგნუოფორე ათე წყარ დებთხინუენ თეშგურშენი ირდი ხას გეჯოზულეს შიფერ ერღვაფილია ოდო ქგაჯიდო სურათ გინოგი დინახაი უდეს შაკიმერთი და მოამერენდის ასე მინდორს 30 დიჯგვარი ასე დინახაი მონანდის და язоჯიდო ქგაჯი. Помимо частных домов пострадало и здание Галской второй средней школы. Как сообщает ее директор Ахра Квиквискири, из-за сильного ветра не только снесло крышу, но и затопило несколько классов. Также пострадал компьютерный класс вместе с оборудованием. Вчерашние погодные условия привели к тому, что у нас в школе проблема очень сложная. Снесло не менее 15 шиферов. Вот. У нас затоплен практически весь 4-й этаж. У нас затопил компьютерный класс. Мы пока еще не можем точно знать, что у нас происходит с компьютерами. Это надо будет потом, когда компьютеры высохнут, посмотреть. Мы сегодня постарались вот этот час, где стоят компьютеры, чтобы накрыть крышу, там подлатать своими силами, но это временное явление будет, скорее всего, если такая обстановка опять повторится и у нас опять будет ветер, то это тоже снесет и опять мы вернемся к тому, что мы имеем. А вот правое крыло
Там, где не хватает 15 шиферов, мы, к сожалению, пока еще ничего не смогли сделать, потому что непогодные условия не позволяют. И люди тоже не могут в таких условиях работать. Мы сегодня несколько классов перевели в другие классы, объединили, чтобы уроки не срывать. Но ситуация сложная. Как только погодные условия позволят, мы, наверное, начнем что-то делать. Я уже обратился в отдел образования с этой проблемой. Отдел образования, насколько я знаю, связывалась с руководством района. Есть понимание. Я думаю, что в ближайшее время нам окажут помощь, и мы сможем эту проблему устранить. Рядом с центральной районной больницей также зафиксированы повреждения линии электропередач, из-за чего часть города по-прежнему остается без света. Тяжелая ситуация сохраняется и в сельских населенных пунктах. В ряде сел деревья упали прямо на трансформаторы, что привело к масштабным отключениям электроэнергии. В частности, в нижней зоне, в селах Барыгяб и Батайгуара, электроснабжение пока не восстановлено. Сотрудники галского филиала Рубчерноморэнерго работают в усиленном режиме. Энергетики и спасатели продолжают ликвидацию последствий стихии и делают все возможное, чтобы в ближайшее время полностью восстановить подачу электроэнергии в дома и объекты района. Тея Басария, Гал Медиа.